Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за 10 дней? Что такое произойдет, что реально поменяется и что судьба для вас готовит? Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Ну что, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! У вас со спины руна Фэйху, руна богатства, благополучия, исполнения, денежного обеспечения. Смотрите, со спины у вас эта руна. Пока вы от боли скрючились, боль может быть физическая, может быть ментальная, да, возможно, какая-то проблема, что-то такое сложное, период неудач. Вам плохо, вам больно, вы болеете, вы страдаете, вы не видите света в конце туннеля, да? Сосредоточены на своих проблемах, вы не замечаете, как вы приближаетесь к этой руне, к руне богатства, к руне плодородия и благополучия. Вы знаете, вот смело могу сказать, что в эти 10 дней у вас не только черная полоса в жизни закончится, но вы еще и обретете награды, дары, деньги, возможности, материальное процветание, благополучие обретете. Для вас это, конечно, чудесная ситуация, которая необратима, ситуация, которая в судьбе вашей прописана. Страдания закончатся, беды ваши закончатся, потому что сама руна Фэйху входит в вашу жизнь, со спины входит. Там, где не ждете, там и прибудет. Либо вы, в принципе, уже нигде не ждете, но вам по судьбе эту руну получить. Четко, видите, Фэйху вышла. Вот. Пока сейчас вы в страданиях находитесь, тяжелое положение. Я вижу, что вам плохо, может, у вас какие-то проблемы, враги ваши обнаглели, может быть, какое-то предательство, большая несправедливость, либо крупная неудача произошла. Вот, хватит плакать, хватит страдать, вы на пути к своему успеху, вы на пути к своему процветанию. И у кого из вас серьезные материальные проблемы, то есть денег нет, либо какая-то определенная сумма нужна, эти деньги у вас будут. Деньги придут в вашу жизнь. Небеса найдут такую возможность, чтобы эти деньги вам отдать, да, либо послать в вашу жизнь через кого-то, через что-то, случайным образом. Да. Вот руну вам эту дают, со спины заходит. Там, где не ждете, вот там и произойдет. Сейчас вы сосредоточены на своих проблемах, и оплакиваете свою тяжелую ситуацию. Ситуация ваша кардинально меняется в течение 10 дней. Из своего этого негатива вы точно выйдете, 100% выйдете. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показано, что вы будете опираться на 2 людей. Один умный, другой сильный. Я не знаю, кто из них кто, но они разные, с разными качествами. Да? На этих 2 людей вы опираетесь. То есть буквально благодаря этим людям вы как вверх поднимаетесь. Помогать вам будут эти люди. Помогать. Либо сразу вместе помогают, либо каждый в свое время вам помогает. На протяжении этих 10 дней. Выходите, да, вот из тьмы какой-то выходите, выбираетесь, выкарабкиваетесь наверх. А наверху тепло, наверху светло, наверху приятно. Помогают вам эти люди, помощники, добровольные помощники, люди, которые лишнего не спросят, ничего не попросят, а предлагают свои руки, спины, силы, что ум предлагает, да, для того, чтобы вам помочь. Дальше, мои хорошие, показано, что вы какой-то острый момент обойдете. Острый момент. Вы знаете, как шип какой-то, да, пика какая-то. И она буквально у вас на пути. Вы эту пику обойдете, вы этот шип обойдете, на него не наступите, не наколитесь на него. А знаете почему? Потому что у вас сильный ангел,
И этот ангел буквально вас предупреждать будет и во сне, и наяву. И еще я вижу какое-то роковое стечение обстоятельств, когда вас, ну, буквально не пускают там, где остро, не пускают туда, где вы можете пораниться. Сильный ангел, очень сильный, и ангел вам помогает. А у кого-то прям, знаете, дикое такое предчувствие, вы прям чувствуете, вот туда мне идти нельзя, туда мне ехать не стоит, за это мне нельзя браться, да, и вы верите себе, вы верите своей интуиции, верите своему предчувствию. Вижу, что вот как боль избежать сможете, да, вот проблему большую избежать сможете. Причем благодаря вашему ангелу, благодаря тому, что у вас очень сильная интуиция. Я же говорю, вот плохое заканчивается, хорошее начинается. Даже где вот вам шипы накидали, да, колючки, вы все равно их обойдете. Кто бы против вас ни действовал, там злые люди, темные силы, не получится вас не погубить, не расстроить. Вот прям и подсказывают, и вы сами чувствуете. Дальше. Вот тут намечается нечто грандиозное. Я вижу, что вы получите информацию о том, что вы благодаря либо какому-то человеку, либо какой-то организации можете ускорить события и очень быстро получить желаемое. Видите, вот этот огромный ключ можете получить. Буквально, да, вам нужно обратиться к профессионалу, либо в какую-то профессиональную организацию, где они выполняют эту работу. Понятно, что, скорее всего, не бесплатно, но это не будет что-то неподъемное. Это не будет какая-то космическая цена. Наоборот, я вижу ваш детский восторг, я вижу ваши эмоции, вы буквально хлопаете в ладоши и говорите: Господи, как же это прекрасно, почему я раньше об этом не знал, не знала, я бы уже давно обратилась и давно бы уже получила то, что я желаю. То есть как нет ничего невозможного, да? Просто кто владеет информацией, тот владеет миром. Кто знает, тот все может. Вот и вы узнаете, узнаете как-то случайно, либо кто-то случайно скажет, обмолвится, либо вы там, не знаю, в интернете что-то такое найдете, да, подсказочки какие-то. И вот вижу, что ключ, буквально, можно сказать, у вас в кармане. Что нужно сделать? Узнать, обратиться и получить этот ключ. Это желанный ключ, вам этот ключ очень нужен. Вы долго бегали за этим ключом, вы долго мечтали об этом ключе. Вы даже в какой-то момент полностью разочаровались и считали, что вот уже точно ничего не будет. Да? Пустая идея, пустая мечта. Есть люди, которые профессионально этим занимаются и за какую-то, вполне себе адекватную оплату, вознаграждение, что хочешь, да, с неба звездочку достанут. Слушайте, это прям открытие грандиозное. Для вас это грандиозное событие, приближение вашего желания, приближение вашей мечты. Буквально, можно сказать, у вас в кармане лежит. Кстати, да, может быть, вы хотели что-то приобрести, либо снять, например, квартиру снять, либо приобрести квартиру. Кто-то вам профессионально найдет классный вариант, и все у вас случится, все решится, и вы будете очень довольны. Так, еще в каком-то человеке разочаруетесь, причем разочаруетесь окончательно и бесповоротно. Этот человек уже запачканный, мне идет, руки грязные по самые локти. Но вы почему-то этому человеку все время давали еще шансы. Либо надеялись, что в какой-то момент этот человек все-таки как-то изменится. Да? Случится чудо, и человек поумнеет, подобреет, станет адекватным. Идет событие такое немножечко в негативных тонах, где вы уже четко так выносите вердикт, и вы такая, Горбатова только могила исправит. Да? Это человек никчемный. Рассчитывать на этого человека, взаимодействовать с этим человеком, как-то поддерживать связь, что-то доверять этому человеку не стоит. Наконец-таки у вас откроются глаза, и вы с этим человеком по-живому разрезаете связь. Для вас это освобождение, а для того человека это невосполнимая потеря. Потому что когда этот человек имел доступ к вам, человек мог вами пользоваться, человек какие-то бенефиты от этого имел, да, какие-то блага получал от вас. А теперь уже все. Вы к себе не подпустите. Вы разрываете связь с этим человеком, буквально режете по-живому. Вам хорошо, вы освободились, а тому человеку все, беда, горюшка пришло. Надо быть человеком, а не сволочью. Тогда никто с тобой отношения рвать не будет. Да, в науку. Хотя я думаю, что такой же человек не исправится. Слишком грязный, слишком долго живет в этой грязи и, наверное, по-другому жить уже не умеет.
Дальше показывают мужчину, счастливого мужчину. Мужчина такой прям, знаете, аж подпрыгивает, светится. Такое настроение потрясающее. И ну вот в улыбке, да, плывет в улыбке. Чем-то мне такого котика довольного напоминает. У мужчины что-то хорошее случится. Мужчина, если вы мужчина, я вас от всей души поздравляю. Это прям действительно как радость, как счастье, как нечто огромное и позитивное в вашей жизни. Если вы женщина этого мужчины, то вы сначала не поверите, подумаете, что он просто разыгрывает, там шутит. Ну, какая-то шутка, да, шутка юмора. А потом, когда вы поймете, что все-таки это не шутка, вот тогда действительно у вас как слезы даже радости на глазах. Вы так рады за этого мужчину, либо так рады, что наконец-таки это событие произошло, что вы себя сдержать не можете, у вас слезки капают с глаз. Да? Слезы именно радости, не горя, не тоски, не боли, не печали, а именно радости. Вот. И мужчина такой не понимает, почему вы плачете, а вы плачете от счастья. Такая вот картинка такая милая показана. Он как звездочка светится, а вы просто от счастья плывете, и вот эти слезы счастья у вас на глазах. Ну, слава Богу, пусть все будет у всех мужчин хорошо, да и у женщин все будет хорошо. И у мужчин, и у женщин, которые вместе, все будет хорошо. Да, это может быть муж, это может быть парень, это может быть сын, это может быть даже зять, брат, кто он, друг, отец, может быть. Ну вот, вижу, что порадуетесь. Но как-то не верится, да, не верится, но потом порадуетесь. Дальше. Смотрите, какой единорог показан. Четко вот рог, да? Лошадка с рогом. И хвост какой-то необычный. Хвост огромный, как радуга. Ну, единорог — это мифическое создание, да? Это волшебный конь со всякими возможностями. Да? Единороги, они мечты исполняют и болезни исцеляют. Слушайте, но у вас предоставится возможность либо к этому единорогу прикоснуться, либо вот у счастливчиков точно на нем покататься, оседлать этого единорога. Ну, как я сказала, да, мечта исполнится, желание исполнится, либо наконец-таки исцеление придет. Исцеление от боли, от хвори, от того, что тяжелым камнем на душе лежало. Вот депрессия — это тоже болезнь, панические атаки — это болезнь. Вот вы от этого избавляетесь. Этот единорог, он как будто бы небесами посылается в вашу жизнь для того, чтобы вам помочь, вас исцелить, да, чтобы вы могли прикоснуться, либо даже на нем покататься. Так, какая-то запутанная ситуация. Что-то запутанное. Кто-то заморочил вам голову, кто-то вам лишнего наговорил, лишнего и неправдивого. И даже у кого-то отыграется, что вас пустили по ложному следу. Да? Вам сказали, вот иди туда, там все будет хорошо, либо там тебе помогут, там и 5-е, и 10-е. Вот. Может быть как прозрение, разочарование, и также может быть ярость у вас. Да? То есть вы говорите, да как так? Ну вот, как человек посмел такое сделать? Кто дал право человеку так вот себя вести и так обманывать, и ну, такие вот ловушки создавать? Да? Я вижу, что вам очень захочется этого человека проучить, и прям руки будут чесаться, да, вот прям показать, где раки зимуют. Но, слава богу, да, конфликта не будет, потому что человек либо заранее узнает, либо почувствует, да, может, 5-й точкой почувствует, да, и куда-то спрячется. Будете искать этого человека, несколько дней будете искать, а человек как будто бы пропал. Все, корова языком слезала. Ищи свищи, днем с огнем не найдешь. Спрячется, да? Тот, кто виноват, тот и спрячется. Но вы все поймете, вы прозреете, вот эта путаница закончится, вы с себя эти веревки, путы снимаете, освобождаете себя от заблуждений. Это самое главное. Ну, будет вам урок, да, урок. Вы не стесняйтесь этого. И можете, вот, чем больше вы расскажете об этом, да, чем большему количеству людей вы расскажете, тем будет лучше. Вы делитесь своим опытом. Это не позор, это не стыдно. Со всеми может случиться. Со всеми, даже с самыми такими продвинутыми, умными людьми может случиться. Самыми такими осторожными, аккуратными.
Да, человек такое существо, которое всегда хочет надеяться. Мы надеждой живем, мы надеждой дышим, надежда нас по жизни ведет и помогает в самые трудные минуты, в самые темные минуты нашей жизни. Ну, а то, что человек такой вот нечистоплотный оказался, ну так рассказывайте об этом, прославьте этого человека на весь мир, на весь интернет прославьте. Ну вот, что придумаете, то сделайте. Не стесняйтесь этого, не стесняйтесь, никто не осудит. Наоборот, люди вас будут благодарить за то, что вы предупреждаете, за то, что делитесь личными вот такими неприятными моментами, для того, чтобы других просветить. Так, дальше. Вас познакомить с кем-то хотят. Очень похоже на сводничество, либо как сваха, возможно, какая-то. Но почему-то мне показывают мужскую энергетику. Возможно, мужчина вас с кем-то хочет познакомить. Вот это удивительно. Знаете, я так скажу. Знакомство ради дружбы, да, вы можете дружить со своим новым знакомым. Но лично там я не вижу ничего такого особенного. Тем более у вас в сердце кто-то другой, а у того, с кем знакомят, тоже кто-то другой в сердце. Знаете, вот бывает такое. Была любовь, а человек не отпустил. Ну, либо там еще какие-то проблемы. И у вас кто-то другой на сердце. Вот дружить, да, вы можете дружить и стать вполне себе хорошими приятелями, друзьями. Но это не про любовь, не про личные отношения. Поэтому не тратьте время, не идите вы на эти свидания. Все равно толку не будет. Очень некомфортно себя будете чувствовать. Ну, как-то так, поговорите сразу, да, честно скажите, что у вас на сердце другой. И человек вам тоже честностью ответит, что у него тоже на сердце другая. Вот. Ну и просто общайтесь, не знаю, там, переписывайтесь, там, как друзья общаетесь. Вот друзьями вы можете стать, но парой нет. Пустая трата времени. Вот если вы хотите на свидание пойти, либо вас зовут на свидание, это время можно как-то более рационально провести, либо более с пользой провести. То есть не будет комфортно. Вот. Это самое ключевое. Если вы как друзья пойдете в кино, это будет гораздо лучше, чем вы как, ну, типа пара пойдете на свидание. Некомфортно вам вдвоем. Так, еще. С завистью столкнетесь. Неприкрытая зависть в вашу сторону. А завистник-то не чужой вам человек. У человека, знаете, прорвет. Язык не подчиняется человеку. Что на уме, то и на языке. Как, знаете, срыгивает какие-то вот слова неприятные, как критика какая-то, высказывание, что ты там себе позволяешь, что ты о себе думаешь, да кто ты такая, да ты там то, да ты там все. То есть просто словесный понос, да, и человек не может с собой ничего поделать, потому что зависть не дает закрыть рот, зависть не дает логично рассуждать, да. Даже чувство самосохранения теряется в этот момент. Похоже, что у женщины это будет женщина, да, которая завидует и начнет критиковать, а у мужчины мужчина. И, возможно, даже это будет кто-то из своих, либо из ближайшего круга друзей. Вот. Имейте это в виду. Человек именно из-за зависти. Хотя вы и сами это поймете, вы это увидите. Увидите, что да, завидуют. И человек может так и сказать: да, я тебе завидую, потому что это нечестно, это несправедливо. Почему ты так хорошо выглядишь, почему тебе все лучшее достается? Да, человек может прям просто не сдержаться. Сделайте правильные выводы, примите правильные меры. Зависть не лечится, ее нельзя вылечить никак и ничем, к сожалению. Вот и все, человек уже пропащий. Дальше показывают попугая. Повторение. Кто-то может раздражать вас своими высказываниями, либо здесь конкретно вас копируют, за вами повторяют. То есть повторять могут ваш образ. Допустим, вы там сделали себе стрижку, окрашивание, и человек пошел точно так же, как вы, подстригся и окрасился. Вы купили себе какую-то новую там, не знаю, рубашку, блузку, кардиган, ну, что-то новенькое, да, вот обновочку какую-то купили. Человек идет и покупает точно такое же. А вы там, не знаю, пошутили где-то. Человек запомнил, пошел шутить вашу шутку дальше. То есть буквально как действительно попугай себя ведет. Неприятный момент, но с другой стороны, этот человек станет посмешищем, да, потому что люди-то не слепые, они же видят, они же слышат, они же помнят, откуда все пошло. И да, человек станет посмешищем.
И человек откровенно не будет понимать, почему над ним все смеются, либо потешаются, либо к нему так как-то негативно относятся. Вот. Не стоит с этим человеком разговаривать. Там, если нет фантазии, если нет ни чувства, ни стиля, ни вкуса, то уже ничего и не поможет. Человек ничего в этом плохого не видит. Вы для этого человека как, не знаю, обложка глянцевого журнала, и человек думает, ага, вот она красиво выглядит, либо он красиво выглядит, и мне нужно повторять, и я буду красиво выглядеть. А то, что этому человеку это не идет, не к лицу, ну, человек не понимает. Так, еще. А вы что-то ценное найдете. Найдете, раскопаете, найдете. Смотрите, это может быть что угодно, вы все разные. Может, будете идти где-то по улице, и там какое-то колечко найдете, сережку можете найти, не знаю, что-то, подвеску какую-то, да, что-то можете найти. А у кого-то отыграется, что вы дома будете перебирать какие-то вещи, либо разбирать какие-то коробки. И найдете какую-то действительно ценную вещь. Вещь, про которую вы там, например, забыли, либо считали, что эта вещь утеряна. А кто-то чью-то заначку найдет, ценную вещь. И я вижу, что вам приятно. Вы думаете, о, хороший знак. А это действительно хороший знак, потому что событие у вас с правой стороны. То есть это событие так и говорит, что теперь у тебя все будет хорошо. Ты будешь и деньги находить, и зарабатывать, и темное у тебя позади, а светлое впереди. Теперь вот да, везет, тебе везет. Вы, скорее всего, так и истрактуете. Да, найдете. Так, еще ступени показаны. Но ступени какие-то странные, скользкие. Скользкие ступени. Я вижу, что вы хотите зайти на эти ступени, но не надо этого делать, потому что это очень чревато, это очень опасно. Может, если даже и не упадете, но подскользнетесь и напугаетесь. Да? Зачем вам этот стресс? И эти ступени, они никуда не ведут. Они как-то резко обрываются. То есть риск не оправдан. Вот. Может, в прямом смысле слова вы там спешите и думаете, господи, в обход долго, а тут вот ступеньки, они там обледенели, например, либо там из-за дождя мокрые. Лучше все-таки обойти. Вы ничего не выиграете, ступени пустые, они вам ничем не помогут. А подскользнуться, упасть, либо испугаться вы точно можете. Вот прям предупреждают, показано, нельзя, не ходи, ступени не ходи, скользко. Ну, либо держитесь очень крепко за перилы и очень медленно идите, да, чтобы принять меры вовремя, да, не упасть. Дальше. Вижу, что будете общаться с человеком издалека. У вас прям такой разговор состоится. Вы слушаете, а человек говорит. И человек может проговорить и час, и полтора, и даже, возможно, 2. У вас прям ухо опухнет, телефон прирастет, да, к уху, к плечу. Слушайте, ну, конечно, все очень интересно, и человеку хочется выговориться, и вы классный собеседник, да, вы прям мало говорите, много слушаете, но всему должен быть предел. Я вижу, что вы можете так вот проговорить, да, и потерять время, и что-то не успеть важное для себя. Тут не лишним будет человеку честно сказать, что извини, но у меня сейчас вот задача, у меня дела, мне нужно справиться, а потом, когда будет свободное время, я тебе наберу. Да, вот как-то так можете сказать. Вот. Понятно, что вы человек воспитанный, и если это ваш знакомый либо родственник, вы не захотите так говорить, но надо так сказать. Сэкономьте себе время, чтобы потом горячку не пороть, чтобы потом не разочаровываться, что вы не успели, либо себя не ругать за то, что не успели. Лучше, честно поговорить. Тем более я вижу, что человек вам будет что-то рассказывать, вот знаете, чуть ли там, что кушал, чем какал, где что, с кем, когда, во сколько, какая погода, что за природа, знаете, несущественное рассказывает, да. Просто видно, человеку скучно, и человек вот хочет поговорить, да, надо высказаться. Вот поэтому надо конкретно, да, обозначить, что вот если что-то важное, говори сейчас. Если не важное, давай позже созвонимся, да, и тогда уже поговорим. Так, еще человек, буква Е. Возможно, зовут на букву Е, имя, фамилия, полное имя, например, да, может, даже кличка какая-то. Либо человек сам по себе такой колючий, если что, начинает колоться, да, либо в принципе невозможно общаться, потому что у человека колючий характер, и человек не, отшельник какой-то, да,
одиночка, отшельник и не любит, когда его беспокоят. Смотрите, это человек на букву Е, несмотря на свой характер, несмотря на то, что, допустим, там все его считают грубияном, к вам будет очень добр, да, вот как-то с добром к вам идет и что-то вам то ли дает, то ли предлагает, может даже что-то подсказывает. Для вас это прям что-то странное, вы думаете, ничего себе, что на человека нашло. Но этот человек только с вами будет добрым, с другими нет. Вот как был колючим, так и есть колючим, а только с вами будет добрым. И то, мне еще кажется, что только когда вы там наедине будете оставаться, в присутствии других людей человек будет поддерживать свой имидж. А вот если вы вдвоем наедине остаетесь, да, то человек может и прям очень сильно смягчаться в вашу сторону. Это очень необычно, но в то же время очень приятно. Так, еще мне показывают, что женщина буквально какую-то опору у кого-то из-под ног выбивает. Как-то вы ногой выбиваете опору из-под ног другого человека. Человек на что-то, на кого-то опирался, чувствовал себя максимально хорошо, защищенно, комфортно. Но вы эту опору ногой выбиваете, вот резко выбиваете. Человек не может устоять. Да? У человека теряется баланс, и человек начинает падать, да? Вот прям обрушаться. Возможно, это будет сделано специально, да? То есть вы специально это сделаете. А возможно, это произойдет случайно, но это произойдет. То есть вы либо прямой виновник, либо косвенный виновник того, что кто-то упадет. Упадет, лишится опоры сначала, а потом упадет. Что есть, то есть. Да? Бывают такие ситуации, когда мы делаем что-то случайно. А бывает, когда, да, это целенаправленно. Особенно если человек, например, действительно кем-то, чем-то пользовался и этим вам мешал, допустим. Вы это сделаете. Да? Женщина шутить не будет, либо женщина начудит и кого-то опоры лишит. Да. Смешно, конечно, показали, что есть, то есть. То я вам и передаю. Дальше показывают, что какой-то человек совершает какую-то непростительную, грандиозную, фатальную, бесповоротную ошибку. Ошибется, очень сильно ошибется и ошибется себе в минус. Да? Эта ошибка этому человеку очень дорого будет стоить. И тут уже ничего не поделать. Это как приговор вообще мне идет. Никто не будет к этому готов, никто не будет этого ждать. Это просто случится, как должно случиться. И я так скажу, время этого человека действительно подошло к концу. Эта ошибка – это как первый, но очень конкретный сигнал, что этому человеку осталось недолго. То есть буквально для этого человека окно возможностей, оно сужается, и скоро вообще схлопнется, его не будет. Человек очень долго сидел в этом окне, никого к этому окну не подпускал, просто оккупировал это окно. Судьба решила так, что не хочешь делиться, не хочешь двигаться, да, значит, мы тебя лишим. Значит, мы закроем это окно. Все, иди, пропадай. Вот что хочешь, то и делай. Буквально на ваших глазах какой-то человек в 10 дней лишится всего того, что так долго и кропотливо достигал, собирал, имел, да, так долго. Прям лишится, всего лишится. Окно схлопнется за 10 дней, его больше не будет, оно больше для этого человека не откроется. А к новому окну возможностей этого человека уже сама судьба не подпустит. Все. Неправильно поступал, неправильно себя вел, может, человек злоупотреблял, да, а теперь конец. Буквально все, конец. Как вселенская справедливость действия. Вы это увидите. Так, кому-то покойник приснится, вернее, душа, которая сейчас на небесах находится. У кого-то идет душа, которая что-то хочет попросить, да, допустим, помянуть, либо на кладбище, либо в храм отнести, на поминальный стол положить. Да, что-то хочет душа. Вообще хочется внимания. Может быть, вы как-то подзабыли про этого человека, про усопшего, да, подзабыли. Приснится. Это прям вам верный знак помянуть
не знаю, там купить конфеток, раздать за упокой, либо сходить в храм, да, какую-то вот вкусняшку, что человек при жизни любил отнести. Почему-то мне чеснок показывают. Я не знаю, чеснок. Может, человек чеснок очень любил, либо какие-то изделия с чесноком, там, например, там пампушки с чесноком, там булочки какие-нибудь, что вот чеснок, головка чеснока показывается. Это не дурной знак, это просто душа хочет внимания, да? Хочется внимания, вашего именно внимания. Так, дальше. Видите, вот человек стоит и буквально собой вас закрывает. Хотя вы в этом не нуждаетесь и не просите об этом, но человек встанет впереди вас и вас собой закроет. Закроет от каких-то мелких вредителей. Вы не боитесь этих людей, может быть, и вообще сами хотели с ними разобраться, но человек почему-то вот посчитает, что вы нуждаетесь в защите, либо это удачный момент показать, что он ваш защитник, и станет перед вами. Если честно, вас этот человек даже немножко как-то раздражать начнет. Скажете, вот, что ты лезешь, да? Кто тебя просит, почему ты лезешь? Вот. Но у человека только лишь хорошие намерения, человек ничего плохого не хочет. И это как инстинкт, да, защищать того, кто дорог, кому ты неравнодушен. Присмотритесь к этому человеку. Это хороший человек. У этого человека к вам очень теплые чувства. Возможно, да, чей-то тайный поклонник либо поклонница в какой-то критической ситуации, на ее взгляд, критической ситуации проявится. Хотя вы и не нуждались, и не просили, и вообще, в принципе, вам это не нужно было. Но вот человек встанет и вот грудью говорит, я готов принять удар на себя, либо готова принять удар на себя. А у вас почему-то раздражение пойдет. Дальше показывают дом с левой стороны, и в доме будет праздник. Ну, с левой стороны, возможно, это чей-то дом, и вы туда будете приглашены на праздник. А у кого-то отыграется, что это ваш дом, и вы никаких праздников не ждете, ничего такого не намечается, но в ваш дом неожиданно придет праздник. Такой хороший момент, да, радостный момент. Если вы к кому-то пойдете, то будет очень замечательное мероприятие, здорово отдохнете, вкусно поедите, развлечетесь, прям здорово. А если это в вашем доме, ну это будет стихийно, спонтанно, ну а почему бы и нет? В ваш дом придет праздник, будет радость, может быть, сами с семьей, да, может, позовете кого-то. Но будет тоже очень неплохо. Дальше, вот здесь сидит лиса, но лиса очень худая, она хочет кушать, она голодная, и она приходит к вам попросить у вас еды. Ну, возможно, не про еду речь идет, возможно, речь идет о какой-то помощи, да, потому что у лисы истощение, сама себе помочь не может, сил не хватает. И вот, да, хитрый человек придет к вам и обратится за помощью. Человек в нужде, 100% в нужде. И, возможно, при других бы обстоятельствах человек не обратился, но нужда толкает на то, что обратиться к вам. Вы знаете, я так скажу, ваше дело отказаться. Да, вы можете послать, вы можете отказаться. Но если вы поможете, то эта лиса никогда не забудет, что именно вы помогли. И ну, человек все-таки благодарным окажется. Пусть хитрый, пусть ушлый, но окажется все-таки благодарным. Вот. Маленькое доброе дело, сделанное вами, вашими руками, вам вернется сторицей, причем не один раз вернется в будущем. Вот. Ну, думайте сами, поступайте сами. Может, человек вам очень неприятен, но вы просто пошлете и не станете общаться. Но если есть возможность, да, сделать маленькое доброе дело, то, поверьте, сторицей вам не раз вернется в вашем будущем. Да, человек не забудет вашу доброту. И человек навсегда запомнит, что именно вы были добры, что именно вы помогли. Вот как-то так мне идет. Ну, решайте, думайте сами. И в самом венце тут такой рисунок. Женщина мужчину обнимает. Прям вцепилась в него руками и обнимает. А мужчина такой счастливый стоит. У него звезда в руках. Видите, звезда. У мужчины что-то исполнится. А женщина за мужчину порадуется.
Может быть, у кого-то еще отыграется, что тот самый, кого вы любите, кто дорог вам, кого ждете, на кого надеетесь, наконец-таки, не знаю, там приедет, объявится, выйдет на связь. И от этого у вас радость случится. Хороший знак. Мне нравится. Очень такой теплый, романтичный еще мне идет. Ну что, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.